Его искали больше 80 лет. Найдена могила первого героя Великой Отечественной из СТА СССР Федора Баталова. Сложно выразить одним словом наши чувства, когда стало известно о найденной могиле нашего деда. Поиски десятилетиями шли всего в 3 километрах от захоронения, и вот помогла случайность. Поставили столбик и выстрелили. О героическом прошлом и удивительной истории возвращения героя. Рамиль Шайдуллин. За год рак диагностировали больше, чем у 20 тысяч татарстанцев. Такого в истории республики еще не было. Динамика заболеваемости, онкологических заболеваний, она растет и не только у нас, в нашей стране, но и во всем мире. Онкобольных становится больше, а площадей поликлиник и врачей не хватает. Безусловно, нужно провести аналитику, посмотреть, где те тонкие проблемные места. Как будут решать имеющиеся проблемы, расскажет Алена Струминская. В Татарстане новые нападения собаки. Пострадали 2 детей и взрослый. Как раз ехал на машине, и пришлось собак отрезать машины от девушки. В Салмачах весь день искали агрессивное животное с ошейником. В жилой массив выехали представители управления ветеринарии совместно с представителем органов внутренних дел. Что известно о собаке и какая ответственность грозит хозяину, расскажет Ильшат Низамединов. С творчеством Тукая познакомят внуки Шурале и Суанаса. У канала Шаян ТВ появилась собственная анимационная студия. У нас он маленький, он у нас проказливый, веселый, любопытный. И, мне кажется, он очень понравится детям. Как используют искусственный интеллект и когда новый мультфильм выйдет в эфир, знает Сирина Васильева. Здравствуйте. Сегодня 4 февраля, среда. В эфире новости Татарстана. В студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. Начинаем выпуск с эксклюзивного репортажа. В год воинской трудовой доблести найдена могила нашего земляка, героя Советского Союза Федора Баталова. В Беларуси спустя более 80 лет поставлена точка в судьбе одного из первых героев Великой Отечественной войны, уроженца Казани, комбата, который летом 1941 года освободил белорусский Жлобин. Это был первый город Советского Союза, отбитый у фашистов. История подвига, поиска и возвращения героев в сюжете Рамиля Шайдуллина. Мы в музее-мемориале Великой Отечественной войны. Месте, где все говорит не только о победе, но и о тех людях, которые ее приближали. Один из них – наш земляк Федор Баталов, легендарный комбат, тот, кто принял на себя первый удар нацистской армии и с боями сдерживал их наступление, выиграв время на оборону Москвы. Июль 1941-го. Немецкие танковые колонны рвутся к Днепру. И именно здесь, у белорусского Жлобина, батальон Федора Баталова идет в контратаку. Его подразделение первым в истории Великой Отечественной освобождает советский город, занятый фашистами. Баталов действует дерзко, наступает впереди полка, берет опорные пункты врага, удерживает позиции под непрерывным огнем. Этот контрудар сыграл ключевую роль в срыве темпов наступления противника. Позже маршал Жуков напишет: эта задержка помогла обороне Москвы. А сам Федор Баталов будет представлен к званию Героя Советского Союза, первым из СТА СССР. Портрет комбата был напечатан на первой полосе газеты «Правда». Баталов – это первый Герой Советского Союза нашей республики. Судьба была известна, сам подвиг был известен, имя известно. И вот у нас стена героев, которая у нас создана, то есть у нас здесь есть его фотография, и то есть это тоже история, которая восстанавливалась с годами. Песню слушают отряды, считается одной из самых первых фронтовых. Особо популярной она стала среди белорусских партизан. В ней поется о легендарном комбате. И опять потоку капитан Баталов на геройский подвиг поднял батальон. Сегодня эти строки для нас зачитал лауреат премии Тукая Лерон Хамидуллин, писатель и переводчик, многие годы посвятивший изучению биографии Федора Баталова. Родом он из Казани. Участвовал в освобождении Самары, Симбирска, Самары. А после этого он был направлен, как знающий родной татарский язык, был направлен в Среднюю Азию. В 1924 году он вернулся в Казань и поступил в недавно открытую школу красных командиров. В этот период в этой школе
Преподавателем татарского языка был Кави Нажмин, будучи известный наш писатель. В Казани Федор Баталов окончил военную школу, был участником 3 войн – гражданской, советско-финской, а затем и Великой Отечественной. Долгие годы было известно лишь, что Федор Баталов погиб в бою 17 августа 1941 года. Где он похоронен, оставалось тайной больше 80 лет. Разгадка на днях пришла из белорусской деревни Старая Рудня Жлобинского района. Местная жительница сообщила поисковикам отряда «Днепровский рубеж», что еще ребенком видела, как ранним утром советские солдаты хоронили офицера. Его завернули в плащ-палатку и у края деревенского кладбища дали прощальный залп. Вот это обстоятельство с залпом меня и зацепило. Я понял, что это захоронение не простого какого-то рядового солдата, а какого-то либо высокопоставленного офицера, либо какого-то человека, который совершил героический подвиг. Сразу же мысль меня такая посетила, потому что останков Баталова до сих пор не было найдено. Поисковики вместе с прокуратурой и следователями начали работу, провели эксгумацию. Наград и документов не нашли, только пуговицы от галифе, пряжку, элементы ремня и люверсы плащ-палатки. Эксперты зафиксировали смертельное ранение, осколок в виске, дальше десятки экспертиз. Антропологическое восстановление 3D-модели лица сопоставили с фотографиями. Совпали черты, форма черепа, зубы. Решающим стало ДНК сравнение с внуком героя Олегом Васильевым. Оно и подтвердило, найденные останки принадлежат герою из республики. Сложно выразить одним словом наши чувства, когда стало известно о найденной могиле нашего деда Федора Баталова. Это и волнение, и гордость, и радость, что наша надежда узнать его судьбу наконец-то сбылась. Хотелось бы от всей души поблагодарить жителей Казани, Татарстана за память о нашем деде Федоре Алексеевиче Баталове. По общему решению родных и благодарных жителей белорусского Жлобина Федор Баталов будет перезахоронен в городе, который отбил у фашистских захватчиков. Рамиль Шайдуллин, Аиль Абдуллин, ТНВ, Республика Беларусь, Казань. Татарстан ждет одна из самых холодных ночей. По информации гидрометцентра, температуры в ночные часы и утром понизятся до минус 35 градусов. Госавтоинспекция республики просит жителей в ближайшие сутки по возможности отказаться от поездок. Из-за сильных морозов машина может заглохнуть. Если поездка неизбежна, с собой просят взять горячий чай, запасную теплую одежду и дополнительное горючее. Сегодня в полночь в Казани завершится план «Буран», сообщили в мэрии. За сутки с улиц города вывезли почти 32 тысячи тонн снега. По прогнозам, завтра днем температура поднимется до минус 11. В выходные в Татарстан вернутся снегопады. 20 344 стольким татарстанцам в минувшем году поставили диагноз «рак». Это исторический максимум. Цифры озвучили сегодня во Всемирный день борьбы с онкологией. Таких пациентов становится больше, и все острее стоит вопрос с медпомощью. Онкодиспансер республики работает с тройной нагрузкой. Не хватает ни площадей, ни специалистов. Новый главврач ИРКОТ Марат Мухамадеев сегодня сообщил, в ближайшее время его команде предстоит по-новому выстроить многие процессы. Какие еще проблемы имеются и как их будут решать, расскажет Алена Струминская. Я приехал сюда лечиться в августе 25-го года. 62-летний Андрей Корюкин родом из Перми. Летом у него диагностировали рак пищевода. Проходить лечение решил в Казани. Говорит, здесь и уровень специалистов выше, и помощь оказывают быстрее. В августе прошел курс химиотерапии. Недавно его прооперировали. Удалили часть пищевода, часть желудка. Сегодня какой? 7 дней сегодня. Кушаю все уже. Во втором онкологическом отделении ИРКОТ 1500 пациентов. В год проводят 1300 операций. Эти операции делятся на два основных направления по доступу. Это открытая операция и малоинвазивная. На сегодняшний день малоинвазивная хирургия является наиболее приемлемой для ранней активизации пациентов. Сейчас в республике больше 127 тысяч пациентов с онкозаболеваниями. Такой диагноз ставят практически каждому 32-му обратившемуся татарстанцу. Чаще всего это рак прямой кишки, молочной железы или кожные заболевания. Число онкобольных в Татарстане каждый год растет. В 2025 году цифра новых выявленных случаев впервые в истории республики перевалила за 20 тысяч. Причины – больший охват диспансеризации и профосмотрами и увеличение количества жителей старше 60. Лечение у них проходит сложнее. За год смертность выросла на 4%. В 26 районах республики увеличилась летальность в первый год заболевания. Чем больше у нас этих жителей, тем больше заболеваемость. Потому что это биологический факт нарушения функции
ядра клетки, гена клетки, соответственно, самой клетки. Она трансформируется в процессе нашей жизнедеятельности и по прошествии нескольких критических мутаций может трансформироваться до опухолевой. Растет нагрузка на республиканский онкодиспансер. За год в Казани и филиалах центра приняли больше 350 тысяч татарстанцев. Остро не хватает площадей. Самые частые жалобы от жителей – очереди и сложность записи к специалисту. Ситуацию прокомментировал главный врач Марат Мухамадеев. Это его первый выход к журналистам после назначения. Те комментарии, которые сегодня есть, нами воспринимаются как необходимость применять новые инструменты, новые, так скажем, процессы выстраивать, да, для того, чтобы этого не было. Поэтому со своей стороны я хочу сказать, что мы, конечно же, должны заниматься этой проблемой. К тому же не хватает кадров, особенно в районах. Молодые врачи стремятся работать в Казани или других крупных городах. Пациентов отправляют на лечение в столицу. Это общая проблема. И мы готовы еще больше обучать, лишь бы они доходили до того места, откуда они. Несмотря на имеющиеся сложности, Татарстан один из лидеров в области борьбы с раком в Поволжье. Республика первая по раннему выявлению, 5-летнему выживанию после постановки диагноза и еще ряду показателей. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Страшная авария произошла сегодня днем в Альметьевском районе. Погибла 31-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Рено». По предварительной информации, она выехала на встречную полосу без цели обгона и совершила столкновение с грузовиком КАМАЗ. Водитель иномарки скончалась на месте. С начала года на дорогах погибли 32 человека. Выезд на встречку – одна из основных причин смертельных ДТП. Подробности аварии и других происшествий минувших суток смотрите в программе «Вызов 112» сразу после выпуска новостей. Не успели татарстанцы оправиться после трагедии с Варей Блохиной-Васильева, как новое нападение собаки сразу на троих. Все произошло в казанском поселке Салмычи. Пострадали 2 детей и взрослые. Они обратились в больницу за медицинской помощью. Сегодня весь день агрессивное животное искали отловщики, ветеринары и даже сотрудники полиции. Ильшат Низамединов отправился в поселок и выяснил, нападение было вопросом времени. А вот этот хаски видели, который покусал детей? Ну, видел какую-то хаску, не знаю, она не она, но тоже бегает. Последние сутки поселок Салмычи стоит на ушах. Накануне здесь собака покусала сразу 3 жителей, 2 детей и взрослого. Вот фотографии из местного паблика. Крупный маламут с ошейником и последствия встречи с ним. Рваные раны на руках и уколы от бешенства. Сегодня в 5 утра исполком направил на место отловщиков. В течение часа отловщики обследовали территорию жилого массива, ходили по улицам, собаку не нашли. После этого повторно выехали еще часов в 8, после 8 утра, в то время, когда уже люди встают. И в расчете на то, что животное удастся обнаружить, но, к сожалению, тоже не удалось его найти. Позже сюда прибыли ветеринары и полицейские. По заявлению жителей, они указали дом, где может проживать хозяин собаки. Но здесь оказался другой пес. То есть это не ваша собака, но она очень похожа на ту, которая покусала? Да, поэтому приезжали, смотрели. Поэтому полиция приезжала, да, смотрела? Ветеринары тоже смотрели? Да. Все понятно. То есть ваша собака безобидная? Безобидная. Вот она, поиграть даже может с вами. Как оказалось, в Салмычах много бродячих собак. Как раз ехал на машине, и пришлось собак отрезать машины от девушки. Вот, и потом видел этих же собак, они дербанили кошку. Вот здесь, да, вот рядом, где находится? Да, это вот на 3-й улице. Я вот лично сама так увидела вот возле школы одну собаку бродячую. Там женщина как раз, она шла, испугалась, я ее вот посадила в машину и довезла. С соседями часто обговариваем по поводу самовыгула, чтобы не было такого. Ну, сами немножко боремся тоже. Не так давно тоже случай был. У нас тут одна бегала, но люди уже предприняли потом меры. Сейчас в Салмычах больше 100 чипированных собак. Бродячих регулярно отлавливают и помещают в приют. За месяц увезли 4 животных. Как говорит директор зооцентра, маламута уже вряд ли найдут. Мы уже неоднократно встречались с таким моментом, когда информация появляется в телеграм-каналах. Вот
там уже зоозащитники, вот эти вот волонтеры кидают клич для того, чтобы забрать это животное. Здесь, я думаю, либо хозяин нашел и спрятал, либо уже вот эти волонтеры тоже также могли найти и спрятать. Судя по тому, что хозяина все еще не установили, собака не была чипирована. Это нарушение закона. А за нападение владельцу может грозить уголовная ответственность. Не исключен и риск новых ЧП, учитывая, что собаку не отловили. Ильшат Низамединов, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. За 1,5 месяца до гибели Жанны Хусаиновой от нападения собак в Самосырово псы покусали еще одну женщину. В сентябре 2024 года она отправила заявку на отлов, но животных, похоже, так и не изолировали. В Советском суде Казани продолжается процесс по резонансному уголовному делу о смерти женщины. В причинении смерти по неосторожности обвиняют Иосифа Лившица, владельца производственной базы, рядом с которой произошла трагедия. Сейчас опрашивают свидетелей. Это начальник отдела санитарного содержания и благоустройства комитета ЖКХ Казани Станислав Фадеев и еще одна потерпевшая. Анна сообщила, в Самосырово на нее напали 18 собак и укусили за ногу. После этого отловщики поймали лишь 2 псов. Почему остальные остались в поселке, Станислав Фадеев рассказать не смог. Все заявки не сопоставляют, пришлось столько, выловили столько. Я не защищаю отлов, но не могу пояснить, заявил он. Первый случай бешенства в этом году зафиксирован в Елабуге. Здесь зараженная домашняя собака укусила хозяина. Питомец был на самовыгуле и предположительно контактировал с дикой лисой. Теперь вся семья ставит уколы от бешенства. В исполкоме прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а ветеринары отправились на подомовой обход. Подробнее Светлана Звонарева. Инцидент произошел в самом городе, в частном доме в переулке Солнечном. По словам ветеринаров, хозяин отправил невакцинированного питомца на самовыгул. На улице собака предположительно встретилась с дикой лисой, больной бешенством, от которой заразилась и впоследствии погибла. Прививку не делали, потому что и хозяин не водил. Вроде все некогда, на работе все это. Проверили, отправили материал в Елабужскую ветеринарную лабораторию. После этого декапитировали, взяли голову, сняли, увезли в Казань. Казань подтвердила бешенство. И в течение 3 дней ввели карантин. Семья предупредили, там живут муж, жена, а дочка у них в Казани учится. Но семья, оперативно они сделали прививки. Вот сейчас ходят уже, по-моему, 3-4 курса сделали. Сейчас елабужские ветеринары работают в усиленном режиме, обходят частные дома и прививают животных от бешенства. Сегодня в селе Танайка. Провели мероприятие, привили кошек в этом очаге. Потом в течение недели ходили 2 бригадами по городу Елабуга подворно, делали прививки от бешенства. Проводили разъяснительную беседу. Вплотную работаем с охотниками, отстрел лис идет. Собак ставим на учет. Параллельно с нами работает бригада отлова. По словам специалистов, бешенство – смертельное для человека заболевание, передающееся через слюну животного. Спасение – незамедлительное обращение к врачу. За год в Елабужском районе привито более 3000 домашних и 10 тысяч голов сельхозживотных. Для диких зверей разбросано более 12 тысяч доз вакцин-приманок. Специалисты напоминают горожанам о необходимости вакцинации и чипирования домашних животных, а также отказа от самовыгула. Владельцам ферм и частных хозяйств рекомендуют устанавливать ограждения вокруг территории. Светлана Звонарева, Данила Бондарев, Алексей Касимов, ТНВ, Елабужский район. В Татарстане смертность бизнеса превысила рождаемость на 18%. Республика показала самый большой разрыв в абсолютных цифрах. В причинах разбиралась интернет-газета «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня встретился с генеральным консулом Индии в Казани господином Джайсундхаром. Это первый генконсул этой страны в нашей республике. К выполнению обязанностей он приступил с января. Рустам Минниханов подчеркнул, Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Индией в рамках дружественных российско-индийских отношений. Открытие генконсульства должно укрепить экономические, политические и культурные связи. Также Раис отметил, у Татарстана накоплен значительный опыт взаимодействия с Индией. Действует соглашение между Торгово-промышленной палатой Татарстана и Конфедерацией промышленников Индии. В октябре в Казани состоялся первый деловой форум «Тайм. Россия-Индия». Идет работа по подготовке и проведению второго мероприятия. Очень большая честь мне. И сейчас процесс идет поиска помещения для офиса и дом для нас тоже. Ваша администрация нам очень сильно помогает. Я очень благодарен за вашу поддержку.
Рустам Минниханов сегодня принял делегацию Арабской Республики Египет. Гости изучают возможности экономического сотрудничества и промышленный потенциал нашей республики. Татарстан заинтересован в расширении рынков сбыта, в частности, продукции машиностроения. Товарооборот увеличивается, расширяется сотрудничество по линии группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», которую возглавляет Раис. В этом году Казань носит статус культурной столицы исламского мира. Запланировано множество мероприятий. Рустам Минниханов пригласил представителей Египта принять в них участие. Международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая признан лучшим аэропортом года в категории от 2 до 6 миллионов пассажиров в год. Воздушная гавань столицы Татарстана стала обладателем национальной премии «Воздушные ворота России». Церемония прошла сегодня в Москве. В 2025 году Казанский аэропорт обновил свой рекорд. Обслужил более 5 миллионов пассажиров. Появились новые рейсы, например, в Абу-Даби и Хургаду. Началось строительство 3-го пассажирского терминала. Его планируют открыть ко Дню Республики. Уникальный проект запустили наши коллеги Шаян ТВ. Это собственная мультстудия «Шаян Мультфильм». Теперь анимационного контента на татарском языке для детей станет еще больше. Сейчас аниматоры активно работают над мультсериалом «Шурали Кей». Внуки Шурале, Суанаса, Зеланта и Барса будут знакомить малышей с наследием Габдуллы Тукая. Дебютный проект создан к 140-летию со дня рождения великого татарского поэта. Когда мультсериал выйдет в эфир и какие возможности открыла новая мультстудия, на вопросы ответит Ирина Васильева. Наш герой Шураленок, то есть это внук того самого Шурале. Сегодня у Сабины Шамсуддиновой первый рабочий день в «Шаян Мультфильм». До этого 8 лет работал аниматором на фрилансе. Сейчас создает мультсериал «Шурали Кей». Главные герои – внуки сказочных персонажей Тукая. Моя задача – поставить правильный кадр, композицию. И предварительно мы должны посмотреть, как будет выглядеть наша серия в целом. И далее мой коллега уже будет обрабатывать изображение, там добавлять цвет. 20-летняя Харвия Бодракова рисует внука Суанаса. Работа нелегкая. На создание одного кадра уходит от 5 минут до получаса. Все зависит от позы и детализации. Рисую персонажа именно в 2D, в фотошопе я работаю. А потом уже этого персонажа отправляю на переработку в искусственный интеллект, и там уже он становится более проработанным и выглядит будто так, что его сделали в 3D. Внуки Шурале, Суанаса, Зеланта и Барса. Герои нового мультсериала на русском и татарском языках будут знакомить зрителя с творчеством Габдуллы Тукая. Проект посвящен 140-летию со дня рождения великого татарского поэта. Тизер дебютного проекта сегодня презентовали Ильшату Аминову. Он ознакомился с новой мультстудией, пообщался с сотрудниками. Над созданием красочной картинки трудится большая команда профессионалов. Сценаристы, художники, монтажеры и не только. Ильшат Аминов отметил, итоговый продукт должен напоминать ювелирную работу. Главная задача использования искусственного интеллекта сегодня – показатель качества, когда люди не могут понять, где искусственный интеллект, где не искусственный. Все. Вот к этому уровню, это очень высокий уровень, к нему очень сильно надо стремиться, чтобы невозможно было отличить. Оживлять будет наших героев в основном голоса. Голоса будут узнаваемые, но сейчас на данный момент еще не подобраны. Изучали опыт других анимационных студий, были даже и в Якутии, и в Москве мы были, и с руководителями больших анимационных студий виделись. Проект реализовали при поддержке Рустама Минниханова и комиссии по родным языкам. Новая мультстудия «Шаян ТВ» поможет создать еще больше анимационного контента для детей на татарском языке. Я уверен, что это начало проекта, очень большой проект. Он начинается, конечно, пока в 2 маленьких комнатах, но когда-нибудь это будет большая студия, которая будет производить татарские мультфильмы для своей аудитории, поддерживать татарский язык, татарскую культуру, татарскую историю и сделает татарский язык популярным среди молодежи. Мультсериал «Шурали Кей» будет состоять из 12 пятиминутных серий. В эфир его планируют выпустить 26 апреля, в день рождения Габдуллы Тукая. Ирина Васильева, Даниил Филатов, ТНВ, Казань.
12 февраля в прокат выйдет фильм «Хураурман. Черный лес». Он посвящен 120-летию со дня рождения великого татарского поэта-героя Мусы Джалиля, режиссер Радик Кудаяров. Кинолента рассказывает о подвиге Джалиля и его товарищей. Показана связь их гибели в Плёцензее и казни нацистских преступников в Нюрнберге. Это не просто историческая драма, а глубокое художественное высказывание о силе духа, верности и цене слова. В фильме звучит татарская музыка, в том числе старинные песни «Хураурман» и «Умарзая». Картину сняли в 2024 году при поддержке Рустама Минниханова. Она победила на международном кинофестивале в Италии как лучший иностранный фильм. Также получила высокие награды других престижных фестивалей за режиссуру, операторскую работу, эмоциональную глубину. В Мамадыше в эту субботу пройдет традиционный Сани-фест. Это 10-й юбилейный фестиваль креативных санок. В мероприятии примут участие десятки команд из Татарстана и других регионов. Авторы самых необычных саней получат денежные призы до 50 тысяч рублей. Для гостей праздника организуют горячий чай и угощения. Сани-фест станет частью проекта «Зима в Татарстане», стартовавшего по инициативе Рустама Минниханова. Это единая афиша событий на открытом воздухе, которые проводятся в республике. Цель фестиваля, безусловно, это привлечение туристического потока. Это возможность людям творческим, креативным придумать вот такой болид и проявить свою идею, воплотить ее в жизнь и съехать. То есть весело провести время. Это такое очень хорошее сплочение друзей, сплочение команды и сплочение работников предприятия. Ну и, конечно, для района это абсолютно бренд. Гостей и зрителей этого фестиваля ждут тоже интересные программы, ждут спуски на 3 различных склонах в зависимости от мастерства. Это и для новичков будет интересная программа от всех категорий наших зрителей и туристов. Это были новости Татарстана. До встречи! Здравствуйте, и Сэммисис в студии Эльвира Мифтахова. В предстоящие сутки республика будет располагаться на периферии юго-западного антициклона. Температурный фон немного повысится. Подробнее после полезной информации. Суперакция от Данил Мастер продолжается. Качественные кухни и шкафы-купе на заказ по индивидуальным размерам, широкий выбор материалов и фурнитуры. Только до конца февраля скидка на заказ 35%, а также доставка, подъем и монтаж бесплатно. Торопитесь, таких скидок от Данил Мастер еще не было. Звоните прямо сейчас 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-западе республики в Тетюшском, Буинском, Апастовском, Дрожжиновском, Камско-Устинском и Каевецком районах температура днем от 11 до 13, ночью от 16 до 19 градусов мороза. Ожидается переменная облачность без осадков. В центральных районах Нурлате, Аксубаева, Новошишминске, Черемшане, Чистополе, Мамадыше облачно с прояснениями. Снега не обещают. Температура днем от 13 до 16, ночью от 15 до 19 градусов мороза. На юго-востоке республики, в Альметьевске, в Лениногорске, Бугульме, Бавлах, Урусу, Азнакаево и в Заинске температура днем от 15 до 16 градусов, ночью от 15 до 17 градусов ниже 0. Днем будет малооблачно, снега не ожидается. На северо-востоке, в Набережных Челнах, в Нижнекамске, Муслюмовском, Сармановском, Актанышском, Мензелинском, Агрызском районах температура днем минус 12, минус 15, ночью минус 14, минус 16 градусов. Будет переменная облачность, небольшие осадки лишь местами. На северо-западе республики, в Сабинском, Тюлючинском, Кукмарском, Арском, Атнинском, Балтасинском районах температура днем от 10 до 13, ночью от 16 до 17 градусов мороза. Будет облачно с прояснениями и без осадков. В туристических городах республики, в Свияжске, Болгаре и Елабуге облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем от 11 до 14, ночью от 15 до 16 градусов мороза. В Казани переменная облачность без осадков. Температура днем 10, ночью 14 градусов ниже 0. Ветер западный 4,5 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Оно составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность 67%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. В студии была Эльвира Мифтахова. Удачи в делах и всего доброго!